Домбра – древний уникальный инструмент. Ни один из инструментов не может соперничать по популярности с домброй, ни один из них не окружен той любовью и почитанием, которым пользуется домбра. Только на домбре исполняется огромное количество киев, которые стали неотъемлемой частью духовной культуры казахского народа. В народе говорят, что она может передать все, что на душе у человека, но для того, чтобы запела домбра, человеку самому нужно постичь душу этого инструмента. Точно сказать, как и когда появился казахский национальный инструмент, невозможно, но исследователи уверены в одном – это предмет с богатой историей. Археологические находки свидетельствуют, что прототип домбры появился более 4000 лет назад. В качестве доказательства приводят наскальную живопись, найденную на плато Майтобе в 1989 году. На рисунке изображен музыкальный инструмент, похожий по форме на домбру и танцующие люди. Археологи относят находку к эпохе неолита. Одним из 7 чудес Казахстана является домбра. Домбра – вечная спутница казаха. Одним из величайших изобретений, подаренных миру тюркскими народами, по праву признанным домбра. В 2010 году домбра, казахский народный инструмент, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса после того, как в Китае 10 450 домбристов исполнили казахский кюй-кенес. Техника игры на домбре схожа с методами игры на других щипковых инструментах. Левая рука музыканта свободно скользит по грифу, а при помощи пальцев правой руки, ударяющих по обеим струнам, извлекается звук. Певучие, бархатистые, ритмичные звуки домбры повествуют о бескрайних степях Казахстана, о тихих джайлаах с мирно пасущимися стадами. Но стоит усилить звучание струн, и мелодия устремляется вслед за табуном жеребцов, скачущих по пастбищу. В степных напевах домбры можно уловить шелест трав и звон ручьев, ликование птиц, ржание лошадей и стук копыт. Старину на домбре играли на пирах и перед боем для достижения соответствующего настроя. Всего за 2-4 минуты с помощью 2 струн степные музыканты передавали радости и горести простого народа. Как бы ни была печальна мелодия, в звучании домбры всегда присутствуют теплые, задушевные напутствия. В народе говорят, что в звуках домбры живет душа казаха. Являясь родственницей балалайки, домбра имеет грушевидный корпус с 2 струнами и длинный гриф, на шейке которого крепятся металлические лады. Зажимая струны между ладами, можно получить более мелодичный звук. Интересно, что казахское название домбра образовано сочетанием 2 слов. Дом означает звук, а бра – настраивание струн. Рождение казахского народного инструмента начинается с выбора дерева. Традиционно мастера вырубают корпус из древесины твердых пород – клена, дуба, сосны. Изготовление каждой детали домбры и в особенности деки с пружиной, служащей усилением звука, требует точности и выдержки. Погрешность даже в 1 миллиметре приводит к хрипам и брежению во время игры. Для казахского народа домбра имеет особую историческую ценность. Есть даже поговорка «Нағыз казах, казах емес, нағыз казах домбра». Настоящий казах – это не сам казах, настоящий казах – домбра. Историческую ценность домбры признала и ЮНЕСКО. В 2014 году в список наследия организация включила казахский күй, домбру и юрту.